Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о казахском хане Кенесары и о восстании против царской власти. Алга. На момент начала восстания Кенесары казахские джузы имели неустойчивое положение. В Малом Джузе усиливала свое влияние царская власть. Непростые отношения существовали с Ташкентом. Внутриказахские распри тоже играли свою роль. Все это имело и оказывало колоссальное влияние на положение казахской элиты и казахского народа. Более не существовала угроза со стороны джунгар, но многолетние войны с опасным противником, ситуативные мирные соглашения с другими государствами привели к тому, что часть Малого Джуза приняли подданство России, а смысл империи, как известно, в данном случае Российской империи, в постоянном расширении ее владений. Важнейшие пути формирования и основы жизнеспособности казахского государства были сформированы султаном Касымом в его переписке с российскими властями. Они сводились к следующему: жить по собственным законам, сложившимся в ханстве Абылай-хана, отстаивать политическую независимость Казахстана в рамках вассалитета, самостоятельное управление со стороны казахских ханов и султанов, а также уничтожение политических и социально-экономических структур, не признающих обособленность Казахстана. А в будущем, конечно, создание казахского ханства с традиционными социальными структурами. Ладыженский, председатель Оренбургской пограничной комиссии, писал о Касыме. Он не из тех людей, которые появлялись в степи и при небольших условиях со стороны правительства исчезали. Он выше и по происхождению, и по делам, и по способностям. Свои требования султан Касым излагал в переписке с Оренбургской администрацией. В тот период царизм в Казахстане проводил жесткий курс. Усиливалась роль военных пограничных властей, военных судов. Для поддержания порядка и спокойствия использовались карательные отряды. Кроме того, аульные старшины должны были докладывать о любом происшествии или событии в пограничную комиссию. Наряду с этим должны были высылаться аманаты, то есть система заложников, также принимала форму государственной правовой нормы. Малейший шаг аульных старшин должен был согласовываться с пограничной комиссией. Примерно в июле 1837 года собрались представители некоторых родовых объединений и многие авторитетные люди среднего жуза на Большой Курултай, и на нем решили при перекочевках осенью войти в пределы младшего жуза. К такому решению пришли представители 6 властей. Российская административная система достаточно четко к этому времени проводила административно-территориальное деление для земледельческих регионов. Но запутанность деления в кочевых регионах была налицо. Многие родовые подразделения получили назначение властей, и, как правило, их деление основывалось на территориально-родовых признаках. Как водится, бюрократизм взял верх, и потому деления производились из прагматических соображений сбора налогов и беспрекословного подчинения. Однако за бортом такого деления оставались и свойственные казахам родовые деления по признаку предка не позднее 7-го колена, и менталитет, и традиционные места перекочевок. И потому после произведенных административно-территориальных делений огромный вал жалоб и недовольств захлестнул западно-сибирскую администрацию, а сбор налогов проводился постоянно. При принятии решения представители 6 властей — Тиналы Карпыковской, Кайлюбай Чаграевской, Байдали Алтаевской, Аликинской, Тиналинской, Тимишевской — однозначно высказали мнение противостоять русским властям. Основное — это перекочевки в районы младшего Джуза, а при возможной погоне противника надо было схватить их, связать и отпустить обратно из глубокой степи. Для того, чтобы идеи свободы и вольности не исчезли за хитроумной традиционной дипломатией, нужно было организовать десятки людей в боеспособные отряды и начать боевые действия. Нерешительность в войне неминуемо приводит к поражению, и поэтому Кенесары со своим племянником Ержаном за июль-август 1837 года создали боевое подразделение в 300 вооруженных человек, и уже 1 сентября они напали на Таминскую и Канератовскую волости и угнали множество скота в урочище Бозкул. Военные действия Кенесары на том этапе носили больше эпизодический характер. Основные его намерения касались политической стабилизации, привлечения новых союзников и новых участников восстания.
Откочевавшие в его распоряжение волости или роды испытывали в этот момент большие затруднения. 1838 год имел большое значение для Кенесары Касымова. В тот год он сумел по-настоящему расправить плечи. Весной Кенесары направил своих посланцев к западносибирскому генерал-губернатору князю Горчакову. Это были доверенные люди Кенесары. Они везли с собой специальное письмо, которому Кенесары придавал большое значение. В письме говорилось: «Я имею честь сим вас известить, что желание мое есть то, чтобы двух владений народ пребывал в спокойной жизни. Но ныне же вы подозреваете меня, будто я подданных ваших людей присваиваю к себе. Напротив того, я говорю, что вы, например, в ближайшему деду моему хану Абылаю в местах учредили окружные диваны из киргизского народа, берете пошлины. Следовательно, вы нас притесняете, и мы тем самым остаемся недовольны, и с налогом жить нам в ведении вашем никак невозможно». К весне 1838 года Кенесары Касымов представлял большую угрозу для властей. Поначалу действия мятежников не казались такими уж серьезными, и потому против них не были предприняты решительные меры. Но к отмеченному времени возбуждение в степи перерастало в открытое противостояние, а его надо было ликвидировать во что бы то ни стало, иначе верные российскому престолу казахи могли также присоединиться к восставшим. Конечно, власти понимали, что отдельные отряды должны подавить восстание в самом зародыше, но они тогда не представляли размаха действий Кенесары Касымова. Позднее, накануне нового 1839 года, Кенесары в довольно вежливой форме указал императору Николаю I причины своих первоначальных действий: уничтожить 8 окружных диванов и прочие заведения в нашей степи находящиеся, то есть ликвидировать окружные приказы и заодно всю привнесенную налоговую систему. Эти поборы мирного населения все больше раздражали Кенесары Касымова и его сподвижников. Они начали призывать казахов к кочевке из сибирских пределов, указывали многим кочевым аулам на необходимость самых широких военных действий против насильников, против разбойников. Западносибирский губернатор Горчаков дал достаточно объемное и четкое объяснение политическим планам Кенесары Касымова. Мятеж сей тем опаснее, что свое грабительство названный султан прикрывает политической маской, обещая кайсакам возвращение их былой вольности. Оттого-то он имеет в киргизских степях столько сподвижников, обольщенных не одной выгодой и легкой наживы, но и мечтой о восстановлении древней их независимости. Именно в 1938 году войска Кенесары Касымова стали действительно хорошо подготовленной армией. Именно дух Кенесары, дух предводителя, вождя, который видел впереди светлое будущее, этот дух стал воодушевлять его войско. И потому его отдельные герои, такие как Басыгара Батыр, например, погибая на поле брани, вместе с тем торжествовали, ибо их дух оставался, и потому Кенесары Касымову досталось так много побед именно в тот период. Хотя в отдельных реляциях и сообщалось о том, что было убито столько-то казахов, захвачено в плен такое-то количество людей, но дух победы витал над войском Кенесары Касымова и вселял надежду во многие роды и родовые структуры среднего и младшего джузов. К весне 1839 года Кенесары становится самым влиятельным лицом казахской степи. Именно к нему обращены были взоры не только таких высоких покровителей, как Перовский, но и взоры центральноазиатских правителей – Бухарского эмира, Хивинского и Коконского ханов. Так что Кенесары становятся фигурой большого масштаба. Вся центральноазиатская политика каким-то образом теперь должна была быть связана с действиями Кенесары, и Кенесары стал действовать. Под его контролем оказались все торговые линии, которые велись от сибирской линии и Троицка в Ташкент. Это давало, с одной стороны, источники доходов для материального обеспечения его войск, а с другой оказывало большое воздействие на те государственные структуры Центральной Азии и России, которые были очень заинтересованы в торговле. Известная тактика ведения партизанской войны, неожиданное появление нескольких десятков или сотен человек и исчезновение их через некоторое время в глубинных степных районах, вела только к одному – к мирным переговорам. И переговоры начались,
Как раз и Перовский желал этого. Переговоры увенчались успехом не только для Кенесары, но и для Оренбургской администрации. Кенесары дал обещание прекратить всякое вооруженное нападение на приграничные районы, и это перемирие продолжилось вплоть до 1842 года. На некоторое время и Кенесары, и Оренбургская администрация получили передышку в борьбе друг против друга. На этот период борьба начала принимать более дипломатический, более политический характер. В сложившихся условиях Кенесары должен был предпринять самые важные действия своей жизни – стать ханом, и притом ханом всех казахов. При этом у него, конечно же, были легитимные основы, как у внука хана Абылая, законного правителя, который еще в XVIII веке легитимно короновался на ханство. Легитимно были коронованы и его следующие наследники, а одним из последующих наследников Кенесары полноправно считал себя. Легитимность этого намерения не подвергалась никакой ревизии, но избрание его ханом было связано с очень сложными обстоятельствами. Во-первых, он хотел стать ханом всех казахов младшего, среднего и старшего жузов. Ханство его должны были признать и Хивинское, и Бухарское, и Коконское ханство. Тем самым получалось, что не в первую очередь, конечно, но его должны были признать и российские власти. Именно на это и были нацелены действия Кенесары в конце 1840 и 1841 годов. В сентябре 1841 года ханство было принято, и, как отмечают свидетели Кенесары, Касымов при стечении значительного количества народа был поднят на белой кошме как действительный хан по всем правилам народного избрания. Ханство его подняли такие роды, как жаппасы, чумекеевцы, тарткаринцы, алчины, аргыны, найманы, баганалинцы и все другие роды найманов, кыпчаков и аргын. Фактически весь средний и малый жуз признали Кенесары законным ханом. В 1842 году генерал-губернатор Сибири, князь Горчаков, направил отряд сотников из сибирской военной линии. В июне 1843 года царь Николай I дал приказ на подавление восстания войсковому старшине Лебедеву в составе 300 казаков. В августе 1943 года в Омске, в районе Каркаралы, была создана вторая группировка войск численностью 5000 человек. За голову Кенесары было назначено вознаграждение 3000 рублей. Основные кровопролитные сражения Сарбасов-Кенесары с военными силами оренбургских войск прошли с 1 по 7 августа 1843 года, но закончились безрезультатно. 17 августа группа войск полковника Бизанова не достигла цели и возвратилась в Орскую крепость. Сражения 21 и 20 июля 1844 года завершились победой Кенесары. За бессилие в борьбе с Кенесары войсковой старшина Лебедев был вызван в Оренбург и освобожден от должности и предан суду. К началу 1844 года расстановка сил в регионе была достаточно сложной. Власти прекрасно понимали, что теперь Кенесары Касымова невозможно будет победить без применения крупных вооруженных сил. Как водится, в бюрократических системах разрабатывались сложнейшие планы, писалось большое количество докладных рапортов, но с места ничего не сдвигалось. Как раз эта бюрократическая система, которая давлела над каждым человеком Российской империи, сыграла свою значительную роль в деле борьбы с Кенесары, и в то же время Кенесары прекрасно пользовался ее недостатками. Тем не менее, к концу 1844 года положение казахов Кенесары было очень и очень трудным. Во-первых, в его аулах находилось совсем немного людей. Как докладывал один из свидетелей, там оставалось лишь человек 300 взрослых и примерно до 600 малолетних и пастухов. Во-вторых, хозяйственное состояние этих аулов было очень тяжелым. Вместе с тем приверженцев, кочующих с ним, тоже было не очень много, не более 1000 человек, а вооруженных и того меньше, около 500 человек, и то вооруженных очень старыми ружьями. Кроме того, отмечалось, что мастеров, которые изготовляли бы оружие, в аулах Кенесары не было. Многие очевидцы свидетельствовали, что сам Кенесары ставил свой аул и свою юрту абсолютно без охраны, и к нему мог прийти любой, кто хотел. Складывалось очень серьезное положение. С одной стороны, войска никак не могли взять в плен или хотя бы ограничить территорию кочевания султана Кенесары. А с другой, у Кенесары не хватало ни людей, ни материального обеспечения. Документы свидетельствуют,
что его приверженцы и его аул фактически переживали очень трудную и тяжелую зиму. В-третьих, у Кенесары не оставалось ни одного союзника, он мог бы иметь приверженцев в стане своих же родственников чингизидов, но этого не произошло. Многие чингизиды поняли, что Кенесары в степях Казахстана, в особенности в районах кочевых родов Аргын, Чумикей, Торткара, Джагайбайлы, Шехты, Тама, уже не в состоянии оказывать серьезное сопротивление царским войскам. Таким образом, петля вокруг султана Кенесары все больше и больше затягивалась. Все эти обстоятельства оказались так сложны, что наконец Кенесары решил пойти на политические контакты с оренбургскими властями. Это явилось своеобразным ответным шагом Кенесары на то, чтобы оренбургские власти тоже хотели в какой-то степени пойти на переговоры. По обеим сторонам было понятно, что все эти переговоры означают только оттягивание времени в той неустанной и не прекращающейся ни на один день войне, которую вел Кенесары против режима. Уже более 7 лет, а если включить и борьбу его старшего брата Саржана, то почти 20 лет длилась эта непрерывная борьба за национальное освобождение, за национальное достоинство. Особенно стал показателен 1845 год, когда, как отмечают некоторые исследователи, Кенесары вознесся на вершину своей славы. Казахский хан и одновременно крупный политик Кенесары оказывал очень большое воздействие на всю политическую обстановку Центральной Азии. Надежды Кенесары Касымова были в данном случае направлены в сторону старшего Джуза, на ту территорию, где можно было реально основать свое новое ханство. Именно с этой целью он и начал свои взаимоотношения с хивинскими и бухарскими вельможами. Получив от них одобрение, но с какими-то материальными претензиями в будущем, он надеялся, что чингизиды в достаточной мере смогут удовлетворить его требования. Разумеется, Кенесары Касымов прекрасно понимал, что восстание идет на убыль и что к нему не могут присоединиться казахи многих родов, которые были его верными сподвижниками и его основной военной базой. В целом обстановка, которая в то время наблюдалась на юге Казахстана, в том числе и в Семиречье, была чрезвычайно сложной и запутанной. Весной 1846 года состоялось совещание основных родоправителей, которые заправляли политикой в старшем Джузе и собрались якобы для того, чтобы полностью очистить свои земли от Кенесары Касымова и его сподвижников. По прибытии Кенесары в районы кочевания старшего Джуза разросся его конфликт и с киргизскими феодалами. Посольство, которое было направлено со стороны киргизских манапов Кенесары хану, возглавил известный манап Калигул. В конце концов, обе противоборствующие стороны признали, что киргизы и казахи будут дружественной и самостоятельной страной, но по всем важнейшим делам будут советоваться с Кенесары, прислушиваться к его голосу. Перемирие, однако, было недолговременным. Уже к 1847 году оно было нарушено, а поводом послужило то, что киргизские манапы решили во что бы то ни стало отомстить одному из батыров Кенесары, знаменитому в Жетысу батыру Саураку. Во время отдыха Саурак-батыра 70-80 киргизов напали на его отряд, перебили его джигитов, убили его самого и угнали более 700 лошадей. Нападение киргизских манапов на одного из полководцев Кенесары Касымова, конечно, вызвало новые военные действия, которые предпринял Кенесары против киргизов. К весне 1847 года война была в самом разгаре. Получилось так, что Кенесары Касымов со своим отрядом и людьми оказался в полном окружении, из которого им не суждено было вырваться. Взяв затем в плен Кенесары, киргизы решили лишить его жизни. В октябре 1847 года главный манап Джантай Карабеков написал пограничному начальнику о своей войне с Кенесары и о его гибели. Таким образом, погиб не только сам великий герой, погибло все его дело. Но надо сказать о том, что память о Кенесары Касымове осталась в сердцах многих и многих потомков. Одна из зарисовок этого правителя звучит так. Кенесары умел быть достойным повелителем своих дружин. Духу, которым они были одушевлены, позавидовал бы любой полководец европейских войск. Стремительный в своих набегах, подобно всесокрушающему степному урагану, Кенесары не останавливался ни перед каким препятствием. Напротив, всякая преграда, казалось, только раздражала его непреклонную волю и делала его стремительнее, дерзче в своих предприятиях, пока, наконец, не сокрушались перед его энергией все препоны на пути к достижению желаемой цели. Все эти качества
высоко чтились в Кенесары нашими кочевниками, и сердца его соучастников бились безграничной до самоотверженности преданностью своему правителю. Таков был хан казахских степей Кенесары Касымов. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске. Пишите, на какие темы вы хотели бы услышать новые выпуски «Татар сквозь время». Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Ринат Хабибуллин и «Татары сквозь время». Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.